Дефекты на дорогах в столице вызывают дискомфорт жителям и водителям. Автовладельцы отмечают, что ямы на дорогах создают большие неудобства. Житель новостройки Келечек-Кадыралы Асаналиев – жертва дорогого ремонта автомобиля, с которым он регулярно сталкивается. Раньше в год на ремонт ходовой части авто уходило порядка 14-15 тысяч сомов. Сейчас же уходит где-то 18-20 тысяч. Если раньше делали ремонт раз в год, то из-за некачественно отремонтированных дорог приходится делать по 2, а то и по 3 раза. Наши дороги оставляют желать лучшего. Нурлан Балтабаев, много лет проработавший автомехаником, говорит, что главный враг автомобильных колес – это ямы и выбоины на городских дорогах. Особенно во время дождя водители, не заметив ямы, часто попадают в него, вследствие чего пробивают колеса. К нам большинство клиентов обращаются сделать ходовую часть. Всем известно, что в столице дороги сделаны некачественно. Особенно, когда идет дождь, многие водители не видят ямы на дорогах. В лучшем случае попадают на шины, а в худшем – на ходовую часть. В наше время ямы на трассах и улицах по-прежнему доставляют множество неудобств жителям и гостям столицы. Горожане сетуют о том, что существующие дороги не соответствуют всем требованиям. Количество ям на бишкекских дорогах наводит на неприятные мысли о том, что технология укладки асфальта была, мягко говоря, нарушена. У нас нет элементарно пешеходной дороги, зебры. Можете сами посмотреть. Если бы были нормальные дороги, то мы отпускали бы своих детей. Но нам приходится вот так каждый день сопровождать их до школы и обратно. Однако власти столицы не согласны с приведенной выше критикой. По данным муниципального предприятия Бишкек Асфальт Сервис, в этом году ремонт производится на 27 улицах. В настоящее время идут ямочно-ремонтные работы. В этом году было запланировано ремонт 27 улиц. В каждом районе планируется отремонтировать 4 километра дорог. Всего 16 километров. Из них в 7 улицах уже ведутся работы. Управление капитального строительства мэрии Бишкека планирует построить 44 улицы в рамках второй фазы проекта развития дорожной сети за счет китайских грантов. Ожидается, что строительство будет завершено в ноябре месяце. Также за этот период планируется построить 5 мостов. Азамат Кинджешев, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.